С вами радио Крым Реалии, в студии Лариса Волошина. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страничках Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Это для жителей Крыма. Жители материковой Украины могут позвонить нам по телефону 044 490 31 18. А мы уже готовы поговорить с Алимом Алиевым, программным директором Крымского дома, о том, какую программу Крымский дом подготовил для гостей и жителей украинской столицы в эти выходные. Здравствуйте, Алим. Добрый вечер, салям алейкум. Ну вот первый вопрос у меня касается того анонса, который уже сделан. Я наблюдаю в социальных сетях о том, как активно распространяются приглашения на мероприятие. Это Крымский Open Air концерт «Крымский дом объединяет сердца». Мероприятие посвящено 28-й годовщине независимости Украины. И там настолько, насколько я понимаю, там очень насыщенная программа. Расскажите подробнее. Собственно, это уже третье мероприятие под названием «Крымский дом объединяет сердца». Да, мы в прошлом году делали джазовый концерт вместе с Энвером Измайловым и Усином Бекировым. А в позапрошлом году тоже был Open Air на Почтовой площади с Златой Огневич. А в этом году мы сделаем 8-часовой концерт с молодыми музыкантами, и также с очень известными и опытными, как Александр Положинский, его проект «Бувье», как Джамала, как Курбасы, Эльвира Сарахалил, либо панк-рок группа Шатур-Гудур, либо этногруппа Мусафир. Насколько я понимаю, это открытое мероприятие. Посетить его могут все. Где это произойдет? Все мы приглашаем. То есть 25 августа с 15:00 у нас стартует дневная сцена, с 18:00 вечерняя сцена, и это все происходит на улице Владимирская, 2, на площадке Национального музея истории Украины. То есть это там, где пейзажная аллея, где вот Десятинная церковь, вот на этой площадке. И я хочу сказать, что вот помимо концерта у нас будет параллельно еще несколько активностей. Одна активность — это мастер-классы вот, под руководством Рустема Скибина, там полдесятка разных мастер-классов будет. И вторая активность, конечно же, это мы делаем правозащитную площадку, где будут проводиться просветительские кампании относительно Safe Alexensov, относительно политузников и относительно той ситуации, которая сейчас есть в Крыму. Кто примет участие в правозащитной кампании? Мы предложили организациям, которые являются правозащитными. Это Крымсос, это Центр прав человека, это Евромайдан СОС, это Центр ЗМИНа, Центр информации прав человека. И сама кампания, которая уже длится несколько лет под хэштегом Safe Alexensov. Также мы покажем фильм о наших военнопленных моряках. Алим, вы публиковали на своей странице Facebook такой своеобразный отчет о культурном проекте, о том, что культурный проект «Крымский дом объединяет сердца» посетил 6 городов Украины в этом году. Да. Расскажите подробнее об этом туре. А мы, собственно, буквально позавчера закончили этот региональный тур летний, и мы были в Мариуполе, в Херсоне, Одессе, Ужгороде, Харькове и Краматорске. Когда меня спрашивают, почему такой именно выбор городов, то для меня ответ очевиден, потому что мы выбирали города, которые были ранее оккупированы, сейчас деоккупированы. Как Мариуполь, например. Как Мариуполь и Краматорск, да. Города, большие города, важные города для страны, но в которых, к сожалению, не проводились массовые крымские мероприятия, либо культурные мероприятия, связанные с Крымом, как Одесса и Харьков. Да? Также мы взяли Ужгород, мультикультурный город, где есть очень разные внутренние противоречия также. Либо Херсон, регион, который ближе всего к Крыму. Как местные жители, как местная публика восприняла разговор о Крыме? Вы знаете, очень по-разному. Разговор иногда был очень откровенный, очень сложный, но, наверное,
Этот разговор наконец-то стоило начать в регионах. Из Потому что, основных... вы знаете, Мгм. очень часто мы говорим о Крыме, вот непосредственно в Киеве, да, а для нас было важно как раз-таки о Крыме поговорить с теми, с кем мы, к сожалению, вот эти 5,5 лет не говорили. И одна фраза, которая была в Краматорске от нашего слушателя, он сказал, что вот как же так, получается, что часть населения Украины была бы намного более огорчена, если бы Украина закрыла кордон с Россией, чем оккупацию Крыма приняла. И тогда в дискуссию включилось молодое поколение, и для нас это было просто, это были а, парни 18-20 лет, которые начали говорить: слушайте, для нас важна наша территориальная целостность, и что мы точно не имеем права раскидываться территориями. Ну вот в таких городах, уже упомянутых нами, которые были оккупированы, потом деоккупированы, это Краматорск, это Мариуполь, ведь русская весна в этих городах, акции протестов, они ведь начинались как раз под крымской гидой. Мгм, мгм. Есть понимание у людей о том, что же происходит в Крыму? Или они до сих пор находятся в рамках своих собственных представлений? Есть это понимание, и знаете, оно намного лучше, и оно намного а, глубже, чем в городах, которые уже достаточно отдалились, наверное, от темы и войны, и от темы оккупации. Знаете, один пример приведу. Одна из наших поэтесс из Крыма, читающая свои стихотворения, то там были строки относительно свободы, относительно оккупации, относительно обысков в Крыму. И эти тексты были просто восприняты овациями, аплодисментами, да. И очень многие люди понимают, почему стоит бороться не только за землю, и за территории, а за людей, которые живут на оккупированных территориях. Один из людей, который поддержал вас вот в этой поездке, это был Ильми Умеров. Мгм. Я видела фотографии, где он за столом, он отвечает на вопросы. Ильми Ага человек пожилой, человек уважаемый. И как он перенес эту поездку? Что он говорил? Вот его спрашивают, мне просто интересно, что было более занимало местную публику. Артисты, либо все-таки свидетели оккупации? Вот вы знаете, на разные события приходила очень разная публика. И это была наша цель. Привлечь внимание к Крыму через не только дискуссии, а через, вот это называется soft power, да, мягкое влияние, через культурные какие-то проекты. Поэтому мы повезли современную культуру. Мы куда-то повезли джаз, куда-то повезли рок. Да, поэтому и так, и так. Ильми Ага, конечно же, он для меня один из героев, потому что в эту жару переносить дорогу достаточно тяжело, да, и у нас иногда был очень насыщенный график, там, начиная от интервью для местных медиа, заканчивая встречами, да, но Ильми Ага всегда, вот мне нравится его лаконичность и вот четкость формулировок, и это, конечно, очень оценивала публика. В одном из интервью вы сказали, что наш концерт — это проявление творческой энергии двух народов. Это помогает объединять сердца людей по всей Украине и разрушать искусственные стены, которые пытается соорудить оккупация. Мгм. Вот это вот культурное объединение двух народов. Как артистам работалось? Это ведь все-таки разное направление, крымско-татарская музыка, крымско-татарская культура — это особая культура. И вот это восприятие, вот это объединение. Вот, собственно, на нашем концерте мы услышим несколько интересных сюрпризов, которые будут от наших исполнителей как с крымстарской стороны, так и с украинской стороны. У нас с нами на связи уже есть Александр Положинский, лидер группы «Тартак», проекта «Бувье». Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Первый вопрос к вам. Почему вы принимаете участие в проекте Крымского дома? Ну, по-перше, я дружу з Алімом. По-друге, я дружу з багатьма іншими кримськими татарами. І для мене це дуже близькі люди. І я розумію, що зараз дуже важлива для них всіх підтримка всієї України і моя особисто також.
Тому, коли отримав пропозицію взяти участь в цьому концерті, навіть не роздумував. Александр, вот для вас лично что такое Крым? Ой, для мене це біль, великий біль. Я якось так сталося, що дуже зріднився з Кримом в останні кілька років перед окупацією. І якось знову ж таки так склалося, що в останній рік перед окупацією я побував в багатьох місцях, де раніше не був. Наприклад, там в Бахчисараї я нарешті потрапив влітку 2013 року. Знову ж таки, на запрошення телеканалу АТР я приїжджав в гості для того, щоб взяти участь в проєкті, присвяченому конкурсу відеокліпів кримськотатарської музики. І, по-перше, для себе відкрив нову незнайому до того музику, а по-друге, перезнайомився і подружився з великою кількістю людей, в тому числі людей творчих, і якось дуже наблизився до Криму от в останній рік перед окупацією, і зараз дуже сильно переживаю те, що і сам я туди не можу потрапити, і багато хто з моїх друзів, близьких мені людей, або змушений перебувати в непростих умовах приєднання насильницького до Росії, або змушений був переїхати в інші частини України. Мы уже говорили с Алимом о том, что вот об этом объединении двух культур ради общей цели, ради донесения трагедии Крыма, формирования какого-то запроса у общества на деоккупацию Крыма. И для вас лично, когда вы участвовали в концертах, в которых вы видите новые современные крымско-татарские группы, это есть для вас что-то новое, что-то уникальное, что вы для себя заметили? Для мене завжди якась, назвімо це так, національна, чи локальна музика, це завжди цікаво. Я завжди, де б я не перебував, завжди цікавлюся музикою тієї країни або того народу, з яким я знайомлюсь. І для мене стало великим відкриттям, власне, те, що є дуже багато кримсько-татарської музики, не тільки традиційної, з якої я більш-менш, можливо, віддалено, але якось був знайомий. Але є багато сучасної музики, і вона класна. Вона класна, і в тому числі драйвова. Цей колектив, забув його назву, який виступатиме з нами. Шатур-Гудур. Шатур-Гудур, так. Мені дуже сподобався, наприклад, цей колектив. Я раніше навіть не уявляв про існування такого. Дуже класний був, пам'ятаю, кримсько-татарський реп. Олександр, і про його існування я також ніколи не знав. І, звичайно, для мене це велике відкриття цілих пластів сучасної культури. У вас сейчас есть возможность обратиться к крымчанам. Что бы вы хотели сказать? Ой, я не думаю, що я можу сказати щось хороше. Єдине, що я впевнений, що всі кримчани мають знати про те, що ми любимо Крим, ми любимо тих кримчан, кримців, які продовжують себе вважати українцями, частиною України, українського народу. І я вірю в те, що Крим повернеться в лоно своєї батьківщини, а Мордор згине. Спасибо. Спасибо большое, Александр. С нами на связи был Александр Положинский, лидер группы «Тартак», проекта «Бувье». Я напоминаю, что послушать Александра, творчество Александра, и не только Александра Джамалы, Шатур-Гудур, группы многих-многих-многих, вы можете 25 августа в Киеве на мероприятии, которое организовывает Крымский дом. А мы продолжаем с Алимом Алиевым обсуждать культурную программу. Алим, мы говорим о том, что это открытие. Вот Александр сказал, для меня тоже. Я скажу честно, что когда я услышала Шатур-Гудур, я была поражена. Причем я услышала это, если честно, во Львове, в какой-то кофейне. Я сижу, слушаю, я понимаю, что что-то знакомое и незнакомое. Я даже знаю, в какой кофейне. Крымско-татарская, безусловно. И мы, понимаете, мы говорим очень много, что вот эти 5 лет украинское государство вкладывало огромные средства и, в принципе, уже каким-то образом наметило стратегию поддержки и развития украинской культуры, современной украинской музыки. Крымско-татарская культура входит в этот общий контекст, где получают ли молодые исполнители поддержку от государства? Знаете, этот вопрос для меня достаточно тяжелый для самого, потому что очень много представители крымско-татарской культуры, они находятся в Крыму непосредственно. И с каждым разом все тяжелее и тяжелее
пытаться вывозить их сюда, давать возможность демонстрировать им свое творчество и знакомить как раз-таки вот с этой частью Крыма, о которой очень мало знали до 2014 года. И поэтому вот одна из наших стратегий – это, какое бы мы мероприятие ни делали, это всегда вывозить творческих людей из Крыма, давать шанс развиваться. Сейчас, вот знаете, мы вчера буквально достаточно долго говорили с режиссером Нариманом Алиевым относительно того, как квоты повлияли на то, что кино, украинский кинематограф, украинская музыка, украинское книгоиздательство начало развиваться активно. Да, но очень важно, чтобы и в этом ключе и крымстарская современная культура имела такой же толчок. Мы, знаете, насколько у нас есть ресурсы и насколько у нас есть возможности, мы будем это точно пытаться делать. Тем не менее, насколько это может сделать Крымский дом, это все-таки объединение людей очень мотивированных. Да, это правда. Вы настолько правы, я это, знаете... И тут возникает вопрос, насколько это интересно окружающим. Вот пока есть такие идеалисты, как мы с вами, не среди крымчан, среди украинцев, среди представителей других народов и стран, то тогда до тех пор будет и говориться о Крыме, и будут создаваться новые, я вот по-хорошему дерзкие проекты. А вот нам такие проекты очень нужны в культуре. Вы сказали, что очень сложно, чем дальше, тем сложнее вывозить людей искусства из Крыма. А им это надо? Я думаю, да. Вы знаете, если мы хотим, чтобы культура развивалась, чтобы развивался и народ, то нужно давать возможность выходить из зоны комфорта, когда человек выезжает и попадает в другую среду, когда он выступает, условно говоря, не перед крымскими татарами, а перед публикой, которая впервые, возможно, слышит крымстарскую речь. И это, конечно же, дает и тем жителям, которые впервые это слышат, абсолютно другое понимание Крыма. Вот Сашко говорил о Крыме, вот как раз-таки не туристическом, да, он не говорил, что вот он, ему очень больно, потому что мы Крым потеряли, потому что это туристическая зона. Ну да, пляжи, но очень многие, конечно же, говорят. Но когда мы показываем, что есть Крым и такой, он же у нас такие строкатый и многогранный, да, очень важно это, конечно, делать. Вы замечали, что крымско-татарская культура, особенно в современном ее сейчас исполнении, очень напоминает украинскую в плане вот этой модерности, вот этой дерзкости. Как это объяснить? Когда у тебя есть огромное количество вызовов извне, и когда ты не можешь, возможно, очень тяжело делать прямой протест, то часто эти протесты выливаются в творческие протесты, да, и мы можем посмотреть на песни, мы можем тот же рэп, рок, да, какие тексты используют, начиная от темы ассимиляции, крымстарского языка, оккупации и того, что было там на протяжении последнего столетия с крымскими татарами, да, и это важная рефлексия на события. Я, вот, знаете, убежден, все больше и больше убеждаюсь, что культура и образование всегда в основе глубинных изменений. Извините, не политика. Политика сегодня она такая, завтра она меняется. Да? К сожалению, мы живем в такие времена. Но если у нас есть вот эти два фактора, и мы даем возможность их развивать, и мы тогда после этого становимся и субъектами политики. В том числе по отношению и в Украине, по отношению к крымским татарам, и к жителям Крыма. Знаете, проживая в Крыму практически всю свою жизнь, я, безусловно, знакома с крымско-татарской культурой, музыкой и так далее, но я не видела вот этого модерна, я увидела его только здесь. Как вы объясните, что на территории полуострова, где, казалось бы, мы все вместе жили, теоретически куча средств массовой информации, огромное количество праздников. Крымско-татарская культура, которая, как я сейчас понимаю, развивалась, которая искала новые смыслы, новые формы выражения, была абсолютно недоступна крымчанам.
Если посмотреть на 90-е, то в 90-х очень важно было возродить и сохранить фольклор, традиционную культуру, да, для того, чтобы фольклор всегда есть базисом для современной, да, для современной культуры это однозначно. Мы не можем их сепарировать, и это неправильные были процессы. А потом начинаются появляться очень разные направления. Их ругают. Говорят, что вот они неправильно поют, это неправильные ритмы, либо еще что-то, неправильные тексты. Это андеграунд. Но потом этот андеграунд понемногу, постепенно становится мейнстримом. Главное не бояться. И это связано и с культурой, и с образованием, это связано, например, с молодежным движением. Ну вот и сейчас мы говорим о том, что вот это молодежное движение, вот эта модерная современная культура, андеграунд, который уже перерос в мейнстрим. Это касается, кстати, и украинских исполнителей, которым тоже было очень сложно добиться эфиров. И вот сейчас некий расцвет. Что дальше? Я вот, можно добавлю, у нас как раз-таки один из коллективов называется «Курбасы». Они прекрасны в том плане, что это коллектив, который сейчас завоевывает популярность в Соединенных Штатах и во Франции, не гастроли месячные, а в Украине о них знают не так много. И они приезжают к нам с проектом «Ивасюк», то есть это песни известного композитора Ивасюка в новом звучании, в новой аранжировке и, наверное, с новыми смыслами. И то же самое должно быть с крымсарской культурой. Вот какая наша следующая цель? Это взаимопроникновение. Когда мы знакомим слушателя, читателя, зрителя с украино-крымстарской культурой, когда мы это называем коллаборации творческие, когда украинские артисты и крымстарские артисты создают совместный продукт. И сейчас мы очень активно работаем над этим. Я очень надеюсь, что уже в этом году мы вас удивим. И тут возникает тогда уже еще один вопрос, который я все-таки должна задать. Возможно ли для крымско-татарских коллективов, для коллективов Крыма организовывать некие поездки, некие туры за границу? Насколько это возможно? Это очень важно, да. То есть когда нам предлагают это делать, мы пытаемся вытягивать как раз-таки коллективы из Крыма, и мы были в Брюсселе, коллективы были и в Прибалтике, и в Польше, но это, знаете, это очень точечная акция. Естественно, нужно намного активнее работать с дипломатическими установами, с дипломатическими институциями, и важно работать и с Министерством иностранных дел для того, чтобы показывать как раз-таки такую культуру. Вы знаете, я очень люблю, я гедонист, да, я люблю вкусную крымстарскую кухню, но мы должны точно говорить о том, что крымстарская культура, уж извините, не ограничивается крымстарской кухней. Ну, безусловно, это больше, чем кухня, и даже больше, чем музыка. Но, к сожалению, все это время это было понимание такое, что давайте вы пахлаву и чебуреки приготовьте, да, а все остальное сделаем мы сами. Нет, дорогие, мы должны как раз-таки показывать очень разную культуру, и в том числе современную. И я хотела бы, чтобы вы прокомментировали правовой и законодательный аспект, потому что мы видим, что для артистов, которые гастролируют на территории оккупированного Крыма, украинское государство вводит против них определенные санкции. Это считается преступлением административным. Что для тех крымчан, для тех крымских коллективов, которые выезжают и едут за границу? Не получится ли так, что в силу того, что они живут в Крыму, работают в Крыму, они тоже попадут под эти санкции? Знаете, когда мы делаем любой проект, это первый вопрос. Вопрос безопасности наших соотечественников, которые живут в Крыму, поэтому мы сначала прорабатываем это. Конечно же, мы не делаем, знаете, какие-то политические подтексты для их, прямые политические подтексты под их выступления, да, но здесь стоит отдать должность артистам, которые, несмотря ни на что, они понимают, что их голос должен звучать как в Крыму,
так и непосредственно за границами Крыма. Тогда с какой стороны им больше может угрожать опасность? Со стороны крымских властей или со стороны Украины, которая может каким-то образом репрессировать их или там привлечь к ответственности за то, что они работают в Крыму? Ну, относительно, если говорить про крымстарские коллективы, и это вопрос идентичности. Да? Если ты не будешь давать развиваться, через песни, через, в том числе там танцы, через литературу, то идентичность будет очень сильно размываться. Но, знаете, у нас есть очень четкие такие внутренние рычаги у крымских татар сдерживания, когда ни один уважающий себя коллектив не пойдет выступать на концерт оккупантов. То есть мы это прекрасно понимаем. А разве в Украине есть законы, которые запрещают крымско-татарским коллективам А выступать в Крыму? здесь не нужны законы, здесь вот эти внутренние законы работают. Да, то есть оно, знаете, крымстарское сообщество достаточно маленькое, да, и народ достаточно сейчас, особенно после оккупации, аккумулировался очень сильно, да, а любое такое движение в сторону, оно публично порицается. Но ведь тогда возникает другой вопрос, то есть как бы обратная сторона медали, потому что выступать на одной сцене Джамала это безусловно очень престижно, это победительница Евровидения, известная в мире певица, Да. самая известная крымско-татарская певица, но мы наблюдали очень неоднозначную реакцию на ее победу среди российской публики. И вот как тогда ребятам выступать с ней на одной сцене? Не будет ли у них из-за этого проблем? Я думаю, я очень надеюсь, что нет, потому что мы должны прекрасно понимать, что то, что там говорили о Джамале, что могут говорить о других музыкантах, да, это часть вот этой пропагандистской машины, да, и мы должны давать возможности. Вот здесь, на континенте, мы должны давать возможности нашим артистам в Крыму. И уже окончательное решение артист принимает, хочет он взять эти возможности, либо нет. Да? Но обеспечить полностью там безопасность в Крыму, конечно же, это очень тяжелый вопрос. Но мы точно не будем подставлять, условно говоря, где-то под политические лозунги, либо просить выступать под флагами разных партий. Это точно не наша игра. Еще раз я хотела бы, чтобы вы напомнили нашим слушателям программу, потому что я надеюсь, что как можно большее число людей придет на ваше мероприятие. Да, и я тоже надеюсь. 25 августа, улица Владимирская, 2, Киев, это Национальный музей истории Украины, там, где пейзажная аллея. Мы приглашаем на большой 8-часовой open-air концерт, который начнется с 15:00, с 18:00 начнется вечерняя программа вместе с Джамалой, Александром Положинским и проектом Бувье, Шатур Гудур, Эльвирой Сарахалил, Курбасами, Мусафиром и неимоверным 3D-шоу. Ну что ж, мы еще раз призываем вас не пропускать те события, которые организовывает Крымский дом, потому что это и спектакли, и показы фильмов, и флешмобы, и открытые площадки. И на этом мы закончим сегодняшний разговор, но, безусловно, не закончим свое знакомство с крымской культурой, с крымско-татарской культурой. А сейчас я приглашаю присоединиться ко мне Елену Римовскую, и мы продолжим новостями завтрашнего дня. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это программа «Крымский вечер». К вам вернулась Елена Римовская. В студии со мной Лариса Волошина. Я к вам вернулась с новостями завтрашнего дня. И вот с какой новости я предлагаю начать. Мария Захарова, та, которая спикер Российского министерства иностранных дел, готова консультировать Владимира Зеленского в вопросах дипломатии. Вы не поверите. Старшая сестра младшего брата, наверное, она себе так это представляет. Все это началось после того, как президент Украины Владимир Зеленский, как помнят многие наши слушатели, написал пост, в котором он заявил, что возвращение России в большую восьмерку, которая сейчас семерка, возможно только после того, как Россия деоккупирует Крым и освободит всех украинских узников Кремля. И вот после этого выступила Мария Захарова, как бы ее вроде как кто-то спрашивал, что она сказала. Она сказала, что заявление президента Украины — это, цитирую, «бессмысленный набор букв», также она добавила на своей страничке в Фейсбуке, что готова консультировать Владимира Зеленского. Далее цитата: «Буду вас по-братски», видите, я угадала, по-братски периодически консультировать, пока вы не укомплектовали Министерство иностранных дел Украины. А то неловко даже. Вроде бы, опять же, по-братски хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хотя и по-братски. Это же что какое-то по Фрейду у нее оговорки. Очень много братьев у Марии Захаровой. Вот интересно, она обратится с подобным заявлением к Соединенным Штатам, Германии, к Франции, где сказано о том, что Канаде, где сказано, представительства которых сказали о том же самом, что возвращение России в большую семерку может состояться только после решения. Да, еще у нее была претензия, если я не ошибаюсь, к тому, что якобы мол, Владимир Зеленский опубликовал пост в Фейсбуке. Правда, свой пост Мария Захарова тоже опубликовала в Фейсбуке. Ну, то есть она призывала его, мол, выйдите, если хотите, можете на стадион выйти там, или что-то и такое. Прокричать. Но тем не менее, обменялись любезностями в Фейсбуке. Ну что ж, а следующая новость — это то, что Крымский мост стал символом любви. Пара молодоженов в день свадьбы повесила замочек верности на барьерное ограждение. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост». Там поздравили молодых и пожелали им провести незабываемое путешествие и отдых в Крыму. Но также подчеркнули, что замок придется убрать из-за требований безопасности. Ну, вот такая вот странный символ любви. Я только хотела сказать, что опять развивают какое-то мифотворчество в Крыму вокруг вот этих вот российских объектов, которые там появляются, да, пытаются создать там кот Таврик, кто там еще, кот, как его зовут? Кот Мостики, еще будет кот Таврик, символ пещеры, которую там сейчас раскапывают, когда Тавриду строят. Но оказывается, что нельзя все-таки замочек. Да, и также сообщается, что молодожен, помимо поздравлений, их обвинили в нарушении правил дорожного движения, и теперь они заплатят штраф. Как поощряют демографическую ситуацию российские власти в Крыму? У нас вот еще, смотрите, какая интересная история, забавная крымская новость, я бы сказала. Севастополец под видом девушки вымогал деньги у парня из Чувашии. Так и хочется сказать ему: молодец, парень. 25-летний житель Севастополя зарегистрировался в соцсети под вымышленным женским именем. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Севастополю. От лица фейковой якобы девушки он завел знакомство с 21-летним жителем Чувашии. Я напомню, что это в России. Далее цитата из сообщения Российского министерства внутренних дел. В ходе переписки подозреваемый предложил интернет-собеседнику связаться в видеочате и обменяться личным интимным видео. Зачем я это читаю? Зачем мне это? На что пострадавший согласился. Получив видео, злоумышленник стал угрожать молодому человеку распространением данной информации в интернете. Какой бизнес-проект? За нераспространение компрометирующего видеоролика обвиняемый потребовал выслать ему на электронный счет 10 тысяч рублей, а получив денежные средства, на связь больше не выходил. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Слушайте, возможно, я что-то пропустила в новостях анатомии, но если это молодой человек с интимным видео, это как-то очень сложно. Это не укладывается в моей голове, как это вообще было возможно. Ну, получилось как-то так.
Ну что же, следующая новость. В Крыму пройдет спецоперация «Нетрезвый водитель». Внимание всем нетрезвым Да, водителям. внимание всем нетрезвым водителям. Проводится она в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе МВД России по Крыму отметили, что спецоперация будет проходить по всей территории полуострова с 23 по 25 августа. Ну и также сообщается, что у водителей, находящихся в состоянии опьянения, резко снижается реакция на поступающую информацию и на оценку факторов окружающей обстановки, нарушается координация движения, что приводит к совершению ошибок при управлении транспортным средством и заканчивается нередко дорожно-транспортными происшествиями. Так что всем водителям нетрезвым надо все-таки как-то собрать волю в кулак, повысить свою И реакцию. не садиться за руль, и не если садиться, уж так. да, Это да. на самом деле тема очень серьезная, особенно для Крыма. Мы с начала года постоянно видим вот эти вот сообщения о количестве дорожно-транспортных происшествий на улицах полуострова. И кроме того, огромное количество дорожно-транспортных происшествий на строящейся трассе Таврида, поэтому действительно будьте, пожалуйста, осторожны. Помните, что в такой ситуации речь идет не только о вашем здоровье и вашей жизни, но и о здоровье и жизни других людей. Тем временем 25 тысяч крымских должников лишились права на выезд за границу. С начала текущего года судебные приставы российские на полуострове вынесли почти 25 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за территорию Российской Федерации, коей Крым аннексированный не является, но крымские реалии ныне таковы, что такие нормы на крымчан распространяются. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной Российской службы судебных приставов. В ведомстве отметили, что по различным категориям исполнительных производств задолженность составила почти 5 миллиардов рублей. Среди невыездных более 6 человек – это должники по алиментным платежам. Они задолжали своим детям свыше 853 миллионов рублей. Это какие-то колоссальные деньги. Я не понимаю, речь идет о 20, то есть 25 тысяч задолжали 5 миллиардов рублей? Да, вот эти 25 тысяч. Это очень интересно. Ну, тем не менее, следующая новость. В аннексированном Севастополе отрепетировали побег из следственного изолятора. Вот такая новость. У меня сразу вопрос. Мы просто не так недавно совсем с Александром Янковским читали новость по поводу того, что в каком-то из детских лагерей в Крыму отрепетировали, проводили тренинг по криминалистике. Да, снимали отпечатки пальцев. У меня сразу возник вопрос, это в каком-то детском лагере? Нет, оказывается, нет. Это было в здании Накимовского районного суда в Севастополе. Там была проведена тренировка действий при попытке побега из-под стражи и попытке насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей. То есть в тренировке, как сообщается, принимали участие судебные приставы, представители МВД, Федеральной службы Национальной гвардии России, судьи и работники аппаратного суда. То есть никаких детей. Тем не менее, это идея для людей, которые придумывают какие-то разные мероприятия в детских лагерях. Веселить как-то детей нужно, а в Крыму сейчас такая искаженная немножко реальность, поэтому, наверное, это бы тоже могло заинтересовать. Я просто не понимаю, зачем репетировать побег, если необходимо репетировать предотвращение побега. А давайте прочитаем. У нас же есть здесь пояснение со стороны российского ведомства. Значит, цитирую. Мероприятия проводятся с целью организации межведомственного взаимодействия, достижения оперативной слаженности действий и формирования практических навыков в условиях учебной чрезвычайной ситуации. Тренировки проводятся, оказывается, ежемесячно и способствуют повышению профессионального уровня, отработке навыков физической и боевой подготовки, укрепляют психологическую стойкость к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. В ведомстве отметили, что по окончанию тренировок цели были достигнуты. Также были указаны положительные стороны и недостатки, выявленные в ходе учений. Вот здесь я хотела бы все-таки уточнить. Репетировали это побег из следственного изолятора. То есть все-таки побег удался? Скорее всего. А следующая новость. Кирчане боятся отпускать своих детей на площадке из-за торчащих на ней железных прутьев. В редакции Керчь ФМ написала постоянная читательница, которая сообщила, что на детской площадке по Островского 110 страшно гулять с ребенком. Дело в том, что там везде торчат железные штыри или ржавые кусочки металла.
Будьте, Это пожалуйста, чтобы дети кирчане, не которые... сбегали. Да, кирчане, которые не в курсе этой новости, будьте, пожалуйста, осторожны. А вот в Севастополе, опять-таки, дневник школьника поменяет формат. Об этом в эфире, наверное, на YouTube-канале издания Севастопольского форпоста рассказала российский спикер законодательного собрания, аннексированного Севастополя, Екатерина Алтабаева. Причем здесь она вообще до вопроса с дневников школьных, ладно. По ее словам, в отличие от старых дневников, тематика новых будет посвящена не истории города, а его уникальной природе, природоохранным зонам, растительному и животному миру, пишет Форпост. Кроме того, в этом году изменился и авторский состав дневника севастопольского школьника. Цитирую: «Нам кажется, что очень важно именно в этом году еще раз поддержать этот разговор. Мир вокруг нас и юго-западный Крым, на территории которого расположен Севастополь, это очень хрупкое пространство, природное равновесие которого можно легко нарушить. В скором времени Департамент образования передаст дневники севастопольского школьника в учебные заведения города. Я надеюсь, сказала Екатерина Алтабаева, что к 1 сентября у каждого севастопольского школьника будет дневник на парте». Я здесь, если позволите, хочу отметить то, что это, конечно, прекрасно, что я просто удивлена, что много внимания уделяется природе, а не, например, там, портрету Владимира Путина или портрету нынешнего ИО российского губернатора города Михаила Развожаева. Или цитатами из Аксенова. Например. Но нет, это Севастополь, подождите. Тогда из Захаровой. Или Чалова. Да, это тоже, это очень показательно. Следующая новость о том, что режиссер Светлана рассказала... Дружинина рассказала о том, что в Крыму пройдут съемки новых серий «Гардемаринов». То есть это вот из серии и о культуре. На южном побережье Крыма, как нам сообщается, со дня на день закипит работа над кинолентой «Гардемарины 4». Режиссер картины Светлана Дружинина выбирает место для продолжения работы над фильмом. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Крым». Далее цитата. «Вот мы на выборе натуры в Воронцовском уникальном, удивительном дворце», рассказывает Светлана Дружинина на своей странице в сети ВКонтакте. «Сейчас мы ищем возможность, где можно снять казино, где играют и проигрывают». Вот я хочу понять, какое казино имеет отношение к гардемаринам, то есть к истории гардемаринов. Я так понимаю, это нагнетает интригу перед выходом этого фильма. Ну, возможно. То есть, возможно, это речь о поисках новых путей финансирования. Да, но вот, присматривается режиссер и к мысу Фиолент в Севастополе, говорит, что красивейшие места, но практически невозможно вести работу. Очень крутой берег, и нельзя спуститься к морю. Вот напомним, пока успеваем, еще несколько секунд у нас есть, продолжение вот этого вот фильма «Гардемарины вперед», 4-й части. Снимают на разных географических локациях, и одна из них аннексированный Крым. Первый раз здесь Дружинина с киногруппой побывала весной, и вот снова вернулась на полуостров. С вами были Лариса Волошина и Елена Римовская. Мы вам желаем хорошего дня. До свидания.